Продолжаем дополнять информационную картину вторника. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Первый случай заражения штаммом омикрон зафиксировали в Карелии. Озвучим, как обстоят дела с коронавирусом в нашем регионе. Первый из уроженцев Якутии в высшей лиге России в спортивном комплексе «Мадон» полузащитник футбольного клуба «Химки» Артем Соколов проводит встречу с болельщиками. Юбиляр республиканского масштаба. 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, ветерану речного флота Якутии Степану Платоновичу Дроздову. Первый случай заражения омикрон штаммом коронавируса выявлен в Карелии. Заразилась женщина, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное. Женщина вакцинирована спутником ВИ. Таким образом, вакцина показала эффективность. Тем временем в Израиле выстроились очереди за тестами на ковид. В стране ожидают нового всплеска заражений из-за штамма омикрон. Подробности далее. Жители Израиля устремились в центры тестирования на коронавирус. В понедельник длинные очереди пешеходов и автомобилей выстроились на улицах Иерусалима и Ашдода. По словам стоявших в них людей, ждать приходилось по 2-3 часа. В стране растет число заражений, вызванных штаммом омикрон. Власти ожидают рекордного всплеска уже в ближайшие 3 недели. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что число новых случаев в день может дойти до 50 тысяч, а доступ к бесплатным тестам возможно ограничат, чтобы уменьшить очереди. По данным израильского Минздрава, около 60% населения получили уже 2 или 3 дозы вакцины. Также в понедельник Израиль начал предлагать 4-ю прививку людям старше 60 лет и медикам. Переносимся в наш регион. 70 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 20, в Среднеколымском районе 10 случаев заболевания, в Мирнинском 6, в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 5 заражений. Еще в 12 районах заразились ковидом от 1 до 4 человек. Из 62 взрослых непривитых 96%. На сегодняшний день в медицинских организациях республики на инфекционных койках получают лечение 469 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 61 пациент. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 5 крайне тяжелых пациентов. Остаются на ежедневном контроле такие районы, как Верхоянский, Нерюнгринский, Сунтарский, Среднеколымский. Уважаемые жители республики, хочу акцентировать внимание на том, что если у вас появились признаки респираторной инфекции, то ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Необходимо изолироваться дома, своевременно вызвать врача из поликлиники и пройти обследование на COVID-19 и начать лечение. Что касается вакцинации, то первый компонент вакцины получили почти 73,5% взрослого населения республики. Об этом также сообщает оперштаб. При этом уровень вакцинации первым компонентом в Якутске составил 76,36%. Активнее всех вакцину получают в Лайховском, Нижней, Средней, Верхнеколымском, а также в Момском районах. В пятерке отстающих Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский район. Фельдшерские пункты в селах Ленского района пустуют. В 9 ФАПах нет среднего персонала. При этом новые пункты в районе открывают и ремонтируют. Власти о проблеме знают, решение нашли. Наши коллеги расскажут подробнее. Состав укладки для фельдшеров студенты изучают годами. Это будущее место работы для будущих выпускников Ленского филиала Якутского медколледжа. В следующем году выпускается первая группа – 11 человек. На образование среднего персонала районные власти выделили 2,5 миллиона рублей. Обучали фельдшеров преподаватели колледжа из Якутска и практикующие врачи Ленской ЦРБ. Медиков учили ставить диагнозы, консультировать население, оказывать людям неотложную помощь и принимать роды. Педагоги сделали акцент на работу в селах, где часто не хватает кадров. На практике они делают все, начиная от ухода, стрижки ногтей и подмывания и заканчивая сложными манипуляциями.
выпускаются они в 2022 году, они уже знают, где они будут работать. Значит, такие фельдшерские пункты, как поселок Хамра, поселок Дорожный и Северная Нюя, то есть как бы охват этот, и село Натура. В Наторе пункт откроют в 2022 году, а в Хамре ФАП укомплектовали в 2020. В поселке живет 100 человек. Население страдает без неотложки более 8 лет. Из потока 9 человек поедут работать в поселение. После выпуска молодой специалист должен отработать в селе 4 года, столько же, сколько учился. Если по какой-то причине медик увольняется, ему придется возместить районные деньги полностью. В год обучение стоит 50 тысяч рублей. Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». К другим темам жители и гости Москвы собрались в центре столицы в первые дни 2022 года, чтобы насладиться праздничной атмосферой. Сотни людей гуляют по сказочно украшенной Красной площади и центральным улицам города, а также участвуют в различных сезонных активностях. Посетители главной площади России катаются на ярко освещенных каруселях и ледовом катке, фотографируются с фигурами Деда Мороза и Снегурочки и катаются с горки возле стен Московского Кремля. На Красной площади также расположилась уже традиционная рождественская гум-ярмарка, на которой выстроились домики-ларцы. В них можно приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, угоститься горячими напитками и блюдами разных кухонь мира. А первый из уроженцев Якутии в высшей лиге России в Якутске полузащитник футбольного клуба «Химки» Артем Соколов проводит встречу с болельщиками. Сейчас на прямой связи с нами находится наша коллега Надежда Саханская. Надежда, приветствую. Я передаю тебе слово. Коллеги, приветствую. Да, действительно, сейчас позади меня разворачивается самое настоящее спортивное зрелище. Здесь на поле проходит мастер-класс с участием капитана молодежной сборной Артема Соколова. Тут и набивание мяча, и пенальти, и двусторонняя игра, и многое-многое другое. Ну а вообще о успехах футболиста из Якутии и о том, как он пришел к таким достижениям, мы поговорили с заслуженным тренером Республики Саха-Якутия Василием Ивочкиным. Предлагаем послушать. Должны верить, и дети должны верить, что если у них есть способности, что при правильных тренировках они при своей желании огромном, они могут тоже попасть в хорошую академию, а там уже, как говорится, уже стараться уже стать футболистами и профессионалами. Поэтому я очень рад за Артема. И еще раз говорю, что все в жизни происходит не просто так, потому что это как бы большой ориентир для наших детей, которые идут следом и которые понимают, что может в жизни все сложиться, лишь надо верить в свои силы и трудиться, еще раз трудиться. Я отмечу, что в сезоне 21-22 Артем Соколов был в составе сборной России и на отборочном этапе Евро-2022 как капитан команды, где, кстати, сборная России как раз и одержала 3 победы. Во-первых, над сборной Греции со счетом 1-0, затем был матч со сборной Германии 3-1 и, конечно, Фарерские острова, где матч завершился со счетом 5-0. Отмечу, что премьер-лига возобновится уже в 20-х числах февраля этого года. Химки дома примут московское «Динамо». Ну а более подробную информацию смотрите в вечерних выпусках. На текущий момент у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо. Я напомню, Надежда Саханская рассказала о встрече футболиста Артема Соколова с болельщиками в Якутске. В первый день юбилейного для республики года, столетний юбилей, отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран речного флота Степан Платонович Дроздов. От имени Айсана Николаева с вековым юбилеем ровесника республики поздравил постпред Якутии в Москве Андрей Федотов. Наша съемочная группа побывала на улице маршала Тухачевского в числе первых гостей легендарного якутянина. 100-й юбилейный день рождения Степан Платонович Дроздов встречает в семейной обстановке. Почетный юбилейный знак под номером 1 вручается ровеснику постоянного представительства Якутии в знак глубокого уважения ветерану войны и его личным заслугам перед республикой. Выполняя поручение главы республики Айсена Сергеевича Николаева, хочу вас поздравить с вашим замечательным юбилеем. 100 лет прожить, дай Бог, каждому. Да, ваше поколение – это особо крепкое поколение, которое прожило очень настоящую
непростую жизнь, но вы победители. Вы поколение победителей. Спасибо. Вот. Мы восхищаемся вами, очень любим вас. И я думаю, что мы всегда и в дальнейшем будем вместе с вами. Но я думаю, что мы будем брать от вас пример. Да, хотим тоже дожить до 100 лет. Точно. Да. Степан Платонович окончил речной техникум в 1942 году. Тогда выпускники речного техникума получали военную бронь. Но Дроздов в числе добровольцев ушел на фронт. Служил авиамехаником, техником авиаэскадрильи под Ярославлем. После демобилизации вернулся в Ленское речное пароходство, где прошел путь от диспетчера до заместителя начальника пароходства. Когда я уже после армии пришел, так начал немножко поработал в Якутском порту. Меня сразу в Осетрово, а Осетрово только расстраивалась. Так. И там ни много ни мало, 10 лет с семьей, детишки все там 3 родились. Так. И, конечно, работать мы умели с утра до ночи. Нет уголка в Якутии, где не побывал бы Степан Платонович. Витим, Алёкма, Алдан, Вилю и Колыма, Яна Индигирка. В Якутии на олене матушки прошла вся его славная трудовая биография. Завозили стратегические грузы, строили школы, детские сады. Речники помнят, что благодаря инициативе Дроздова в Жатае был построен колесный буксирный теплоход «Механик Корзейников», а также выросла плеяда капитанов-речников, несущих трудовую вахту на северных реках. Нет такой точки, где бы я не был. Нет такой точки. Или я должен по заданию, или сам. Всем якутянам, речникам, пароходства желаю успехов в труде, конечно, в труде и творческом труде, и осваивать, где мы еще, может быть, и не освоили, так, осваивать и осваивать. Степан Платонович, несмотря на почтенный возраст, активист якутского землячества в Москве. В 2015 году он был удостоен номинации «Якутянин года». Будучи на заслуженном отдыхе, первый юбиляр столетия республики издал авторскую книгу «От Илги до Арктики», где поделился о том, что мечтает снова проехать по линии от Джигалова до Тикси. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.